Getireyim bize poşet.
есть и у тебя Саша, можете смотреть вместе? У вас есть по одному, да? Мне нужно ответ. Нет, у вас у тебя есть своя? Я не знаю. Нет, давай Саша. Мы говорим, бабки у нас собирают. У нас дорогой. Полина, Лучия, твою. Все.
Господи, помилуй.
Спаси нас,
Why do you cast us off forever? O Son of God, crucified in the flesh, save us who sing to you. Hallelujah. Remember your congregation, which you have broken of old. O Son of God, crucified in the flesh, save us who sing to you. Hallelujah. Remember Mount Zion, where you have dwelt. O Son of God, crucified in the flesh, save us who sing to you. Hallelujah. God is acting before the ages. He has worked salvation in the midst of the earth. O Son of God, crucified in the flesh, save us who sing to you. Hallelujah. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Only begotten Son and immortal Word of God, who for our salvation is filled to be incarnate, of the Holy Theotokos and ever Virgin Mary, who without change is become and was crucified, O Christ our God, trampling down death by death, who art one of the Holy Trinity, glorified with the Father and the Holy Spirit, Господи, помилуй. Господи, помилуй. И Пресвятую Марию, со всеми святыми мудрецами теперь Духа, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи. Господь воцарися, да гневаются люди его. O Lord, save your people, and bless your inheritance. Grant victories to the Orthodox Christians over their adversaries, and by virtue of your cross, preserve your habitation. Господь воцарися, да гневаются люди, и стидяйных херувимых, да подвижется земля. O Lord, save your people, and bless your inheritance. Grant victories to the Orthodox Christians over their adversaries, and by virtue of your cross, preserve your habitation. Господь в Сионе велик и высок есть над всеми людьми. O Lord,
святем Его. O Lord, save your people and bless your inheritance. Grant victories to the Orthodox Christians over their adversaries, and by virtue of your cross, preserve your habitation. Господа Бога нашего, и поклоняйтесь Божию Богу Его, яко Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое,
победы православных христиан, на сопротивление даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вознесися на престоле, где за именитому Твоему домовожительству, щедроты Твоя дары Христе Боже, воскресили силою Твоей православные христианы, победителю супостаты, послуги имущественное оружие мира, непобедимая победа. Господи, помилуй. Господи, спаси благочестивые.
веселье Твое славим, Христу Твоему поклоняется владыка, и святое воскресенье Твое славим. И духом Твоему Дорогие власти мы, возвратите Господа Бога нашего и поклоняйтесь Божьему Твоему святым. Worship and His footstool for His glory. Господь воцарися, погневаются люди. Вознесите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Богу Его, яко свято есть. Возгласите Господа Бога нашего. И поклоняйтесь подножию Богу Его, яко свято есть. Молитвенно послание Святого Апостола Павла чтение. Братья, Бога крестные погибающих умершие, а спасаемых нам сила Божия есть, и самого есть, полукрюк мудрости мудрых, и разум разумных ответу, где премудрый, где книжник, где добротный века сего, не охуили Бог премудрости мира сего, Он есть Бог, премудрости Божией, неразумение премудрости Бога, ладный волю Бог, будет по проповеди спасти верующих, Он не разрешит людей знания просят, и эллины премудрости ищут, мы за проповедью Христа распята, иудеи могут соблазн, эллинам за безумие, Алим за славный, иудеям за эллинов, Христа Божию силу и Божию премудрость. Brethren, the message of the cross is foolishness to them that perish, but unto us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. For the Jews require signs, and the Greeks seek after wisdom, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God. And with thy spirit, hallelujah in the first tone, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Remember thy congregation which thou hast purchased of old. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is our King before
мы об Иисусе, как убить его, и привели его к Пилату и кричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы, распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в приторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Рифостратон, и по-еврейски Габбата. Когда была пятница перед Пасхою и час 6, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш». Но они отвечали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, предал им его на распятие, и взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. При кресте Иисуса стояли матери его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит мне матери своей: «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику: «Все матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная уже, что все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и преклонив голову, Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, и не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, и, видевший, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. At that time, the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. Then that came to Pilate and cried out, "Crucify him, crucify him." Pilate said to them, "Take him yourself, yes, crucify him."
For I find no dreaming deep, the truth, uncertainty. We have a love, and by that love he ought to die, because he hath made himself the Son of God. When Pilate heard these words, he was in very great enmity before him again, and said to Jesus, Where are you from? But Jesus gave no answer. Pilate therefore said to him, You will not speak to me. Do you not know that I have power to crucify you and power to release you? Jesus answered him, You would have no power over me unless it had been given you from above. When Pilate heard these words, he brought Jesus out and sat down on the judgment seat at the place called the Pavement, and in Hebrew, Gabbatha. Now it was the day of preparation of the Passover. It was about the 6th hour. Pilate said to the Jews, Behold your king. They cried out, Away with him, crucify him. Pilate said to them, Shall I crucify your king? The chief priests answered, We have no king but Caesar. Then Pilate handed Jesus over to them to be crucified. So they took Jesus and led him away, and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of the skull, which is called in Hebrew, Golgotha. There they crucified him, and with him 2 others, one on either side, and Jesus between them. Pilate also wrote beside him, and put it on the cross, his breast, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this title. For the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Greek, and in Latin. Now, standing by the cross of Jesus were his mother, and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, Woman, behold your son. And he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour the disciple took her to his own. After this, Jesus, knowing that all was now fulfilled, said, It is finished, and he bowed his head and gave up his spirit. Since it was the day of preparation, in order to prevent the bodies from remaining on the cross on the Sabbath, for the Sabbath was the high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away. So the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who had been crucified was Jesus. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and at once they came out, blood and water. He who saw it has borne witness. His testimony
Ради Христа, подвижного Христа, напоминает мне время, когда я был молодым человеком, и это был первый раз, когда я пошел в православную церковь. Это была Теофильская церковь. And I didn't understand anything because it was America. I remember about the school. Я ничего не понял, потому что служба была на арабском языке, но я помню это ощущение, когда церковь была наполнена ароматом ладана. Второй раз, the second time I was in church, it was a few years later, I was 11, 12 years old. Несколькими годами позже я также был в православной церкви, и мне было 11 лет. And it was Но тогда это уже было венчание. and I was very depressed. I remember what had happened, and how I felt as a student. И меня это поразило, эта служба, и я вспоминал те переживания, которые я испытал несколько лет назад, когда я был на Кубани. So that's what happened in 1963. In 1966, I was not Orthodox, but I was too young to become Orthodox. Речь идет о 1963-66 годах. Я тогда еще не был православным, но Господь меня вел по дороге, чтобы стать православным. I had some friends who had some Oriental sect. У меня были друзья, которые примкнули к какой-то восточной секте. And they wanted to very much follow and work because they knew that I was so interested in the Orthodox Church. И они хотели меня взять с собой, чтобы я также ходил с ними на эти собрания, потому что они видели, что я был заинтересован в хождении в восточную церковь. And one of the leaders of the remember told me, that it was ground where Ross, Jean Manet. И я помню, один из возглавляющих это движение мне сказал, что нельзя, чтобы на шее висел, на груди висел крест. He said if Jesus had been shot, would you wear a gun? Потому что Христос был бы шокирован, так как на своей груди ты носишь, как бы ты носил пистолет. The words of the Apostle Paul a few minutes ago, where he said that for the unbeliever, the cross is following. Мы только что услышали апостольское чтение, где апостол Павел говорит, что крест для неверующих есть безумие. And that's, these words remind me of the situation where they were trying to convince me that the cross was following, that it was something that just И эти слова мне еще раз напомнили,
богослужения сказал мне, что крест – это безумие. But the thing is that they did not know is that yes, it was an instrument of torture and death, but it is for us, it is also the symbol of the resurrection. То, чего не знали эти люди, и то, что для нас важно и существенно, то, что крест – это не только орудие страданий и смерти Христа, но также через крест Христос воскрес. And so it became for us a symbol of strength, a symbol of love, a symbol of eternal hope for eternal. Поэтому крест для нас стал символом, олицетворением силы, любви и надежды на Царство Небесное. When St. Helen came in 306, St. Helen was the mother of St. Constantine, the emperor. And she was obviously a Christian. And when she, in her heart, she wanted so much to go to Jerusalem and to find the place where her Savior had been crucified and buried. В 306 году святая равноапостольная Елена, мать Константина, императора, она уже была христианкой на то время, и она настолько хотела увидеть те места, где жил и проповедовал ее Спаситель Христос, что она поехала, совершила целую экспедицию, поехала в Иерусалим, чтобы найти крест Господень. On the place where Jesus had been crucified and where he was buried. И на месте, где Христос был распят, где был похоронен, The pagan emperor, I forget the name right now, but had built the temple to pagan gods. один из языческих императоров на этом месте, чтобы люди не почитали это место, воздвиг языческий храм. But already in 306, there were Christians in Jerusalem. Но все еще в 306 году в Иерусалиме находились христиане. There were Christians in Jerusalem ever since the apostles at the time of Christ. И эти христиане, они наследовали, то есть это были те христиане потомки первых христиан, которые остались в Иерусалиме после проповеди Христа и после апостолов. And so they remembered the tradition which was transmitted from generation to generation. This tradition told them who knew where Christ had been crucified, who knew where he had been buried, and who knew where the crosses had been concealed and buried. И, конечно, эти люди в силу традиции, в силу памяти сквозь поколения, они помнили и точно знали, где Христос был распят, где Он был похоронен и где были сложены кресты, вот эти три креста, которые стояли на Голгофе. And so they looked in places that had been told to them by the local population, and they found the three crosses. И именно в том месте, о котором сказали местные христиане, святая Елена, люди начали копать, и они нашли то, что искали, они нашли крест. So this is the origin of this feast, because after the finding, through a miracle, they could identify which was the cross of our Lord Jesus Christ. Это основание сегодняшнего праздника, когда через произошедшее чудо было установлено, какой именно крест животворящий Господь.
blessing the four corners of the earth. И Иерусалимский епископ, который был епископом в Иерусалиме в то время, Мефодий, он воздвиг крест Господень и тем самым положил начало традиции воздвижения креста. In these days when, just a little on the side, in these days when we hear about so many horrible things going on in the Holy Land, remember that there are Christians who have always lived in the Holy Land and continue to live there, and they also are being persecuted. And on this day, maybe we should pray. We should pray for all those who are suffering. In all the churches, whether it's in the Grand or in the Holy Land, and that the blessing and the protection of our Lord through the Holy Cross. И сегодня, когда происходят ужасные вещи, войны и на Святой Земле, и в Украине, и в других странах, нужно помнить, что везде есть христиане, особенно в этих странах. И нужно молиться за тех людей, за тех христиан, которые подвергаются мученичеству. May the cross also be our protection. We put crosses on our churches, we put crosses in our homes, and we wear crosses around our neck after baptism. Firstly, that is given to us is the cross. И пусть крест Господень будет нашей защитой. Мы воздвигаем крест в наших домах, в наших церквях. После крещения первое, что мы надеваем на себя, это крест Господень. May this cross continue to be our strength, our hope in the resurrection. May this cross, when we sign ourselves with the sign of the cross, make sure that you do it with prayer, not just a sign, let this prayer be, do it accurately, from top to the sides, and say the prayer. Pray to the cross, pray to our Lord Jesus Christ in your heart. That this prayer, for every occasion, every moment of your day, bless yourself, bless what you will do, and your whole day, your whole life will be protected, will be blessed. И пусть крест остается нашей силой, нашей надеждой на Царство Небесное. И когда мы осияем себя знанием Христа, пусть это будет не просто какой-то жест, а пусть этот символ Христа сопровождается молитвой и чтобы эта молитва и осенение нас самих Христа, Христом благословляло и нас самих, и всех, кто Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Аминь. Помолитесь о отношении Господи. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебе, Господи. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
For all who do it most believers, Archbishops and departments, Archbishops and bishops, godly, borders of priests and clergy, the Lord God remember them always now and then.
Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимых же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога, истина от Бога, истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся выша, нас ради человека нашего, ради спасения шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, человечеся, распятого же за ны при Понтием Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живых и мертвых, его же царствию не будет конца. И Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чаю воскресения веры и жизни будущего века. Аминь. Святое возложение и приносите. Отцу
Благостояние святых Божьих сердцей и спасение и помощи, зачанием и страхом Божиим, рождающихся и служащих, о исцелении в немощи лежащих, о успении, о славе, блаженной памяти и оставлении грехов, всех прежде почивших православных, о спасении людей, здесь стоящих и их что помышляющих, о своих согрешениях. И во всех, и за Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Подай, Господи. Подай, Господи.
Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. И Духа Твоего, Тебе, Господи. Аминь. Аминь. Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Аминь. Ася нас,
Благословение Ты во имя Господне, но Господи явися нам. Верую, Господи, исповедуя Христе, воистину Христос, Сын Бога, пришедший в мир грешный спасти, во книг, верный есть нас. Если веруя во Сие самое пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя, молюсь по Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешения мои вольные и невольные, яко словом, яко делом, яко видением, невидением, и сподоби меня несурбенно причаститься причистых Твоих тайн, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечером Твоей тайны дети не более причастными прими, небо врагов Твою тайну повем, и лобзание дам я Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не скупили в осуждении будет мне причастие причащение святых Твоих тайн, Господи, на вострение души и тела, и на жизнь вечную. Аминь.
Поклоняється, та вона спасла єсть. Амінь. Да исполнится уста наша, творение Твоего, Господи, яко давай славу Твою, яко сподобились нас причаститесь, святым Твоим божественным бессмертным и животворящим тайнам, соблюди нас во Твоей святыне, призим поучатися правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, Господи. Господи, помилуй. Аминь. Во имя Господне благословенно Ты до века. Во имя Господне благословенно Ты до века. Во имя Господне благословенно Ты до века. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыка, благослови. Господа,
нашего блаженнейшего Тихона, архиепископа Вашингтонского и митрополита всей Америки и Канады, и господина нашего высокопреосвященнейшего Иринея, архиепископа Оттавской и Канадской архиепископии, настоятеля братьев прихожан святого храма сего, и вся православные христианы. Господи, сохрани на новое лето, исполняйте Господа. И братья и сестры, от всей души нашему Владыку, за молитву за благословение. И каждый раз, когда к нам Владыка приезжает, у нас радость душевная, и мы от всего прихода благодарим вас, желаем вам здоровья, крепости и Божьего благословения на добрую счастливую жизнь. Староста наш Александр Кривопульский, есть этой почетной праздник. На радость всем нам, на укрепление веры, на любовь, на надежду, на Господи,
Такие праздники известны. Завтра находится у нас праздник, и служба будет одна. В 9 часов начинаем считать часы, а в 9:30 у нас будет общая литургия, как сегодня. Половину на английском, половину на русском языке. Ну а после службы у нас будет торжественный праздник и обед. Так что приглашаем всех желающих прийти завтра на службу и разделить нашу семейную радость. The brothers and sisters, tomorrow we have one service, and the service will start at 9 o'clock and 9:30 will start my witness. And we will have the liturgy and so on. And after the service, we invite everyone to our feast day. We will celebrate our cross and enjoy our time together. So may God bless you and keep you. Thank you so much.